Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко приступил к работе в качестве куратора внутренней политики страны. Его предшественник на этом посту Вячеслав Володин переместился со Старой площади на Охотный ряд, став спикером Государственной Думы. Вот эти и другие кадровые перестановки во власти, возможные социально-политические решения. Сегодня в эфире Радио Свобода обсудит политик Борис Надеждин, партия Роста, депутат Государственной Думы России Олег Шейн, партия Справедливая Россия. Добрый вечер. Добрый вечер. И журналист газеты «Коммерсант» Андрей Перцев. Он тоже будет с нами по телефону. Но давайте мы начнем с каких-нибудь кадровых тем. Вот Борису Борисовичу Надеждину вопрос о Сергее Кириенко. Вы ведь работали с Сергеем Владимировичем, по-моему, даже еще и в правительстве. Это было, бог знает сколько лет назад, 98-й год. 97-й даже. И 97-й даже. Как он себя показал тогда? Мнение рядового аппаратчика. Ну, я тогда был, не то что совсем рядовой, но аппаратчик, работал в аппарате правительства, работал советником Немцова, который был первый вице-премьер. И, значит, меня Немцов вызывает и говорит, что, значит, тут вот в Министерство топливной энергетики я хочу одного человека из Нижнего порекомендовать на должность пока заместителя, потом министра. И вот познакомил меня с Кириенко и попросил ему там помочь организовать работу. Там, то есть я там давно уже сидел в Белом доме, а Кириенко, в общем, в Москве не работал никогда. Так я с ним познакомился. Вот. И потом действительно мы с ним, наверное, на протяжении многих лет, примерно до 2001 года, практически там каждый день вместе работали. Он был моим начальником, Сергей Владимирович. А он эффективный начальник? Да, очень. Он очень быстро... Надо сказать, что когда люди, Нижний, конечно, не самый маленький город, но не Москва точно. Когда люди попадают в Москву, тем более в такую цитадель аппарата, как Белый дом, у них уходит довольно много времени, чтобы просто понять вообще, как все устроено. Вот Кириенко фантастически быстро это понял. То есть как управленец, как, значит, человек, который... совершенно новая задача, да? Где Нижний, где Белый дом. А он очень быстро во все въехал, очень быстро начал реально работать. В этом смысле он такой человек, его можно поставить абсолютно на любую отрасль, и он справится, я вас уверяю. Очень умный, очень организованный, очень ясно понимающий, что надо делать, очень ясно расставляющий приоритеты. Такой управленец, наверное, один из самых сильных, которых я в своей жизни близко видел. А как же дефолт? Он же несет ответственность за то, слушайте, что происходит. Заканчивайте. Как заканчивать? Мы только начали. Я просто эту историю, что там Кириенко устроил дефолт, я уже там давно слышал, даже однажды давал показания соответствующие, когда была комиссия по итогам дефолта. Дефолт, скажем так, пришлось принимать участие во всех этих решениях, там ночью в августе, когда утром его объявляли, могу долго про это рассказывать, могу сказать следующее. А, к сожалению, эта экономика российская и бюджетная система образца 97-98 года была абсолютно обречена. И угробил ее вовсе не Кириенко, а ее угробила та политика, которую правительство Черномырдина проводило и Государственная Дума под контролем коммунистов. Все очень просто. Если у вас не хватает денег, чтобы финансировать текущие бюджетные расходы, у вас есть два варианта. Сокращать расходы или брать в долг. На протяжении с 95 года российское правительство все время выходило в Думу государственную, словами, давайте что-то сократим. А Дума говорила нет. Последний раз, это вообще накануне за 2 недели до дефолта, кстати, Государственная Дума не расходилась на каникулы. Она работала в июле 98 года. Это мы помним, да. И, соответственно, и занимали деньги правительство в это время, да. Дал указание очень быстро, буквально написать, проект закона о резком секвестировании расходов бюджета российского. Я его написал, завизировал у Задорнова, министра финансов там, у Кириенко, лично приехал и прямо Селезневу пошел через зал и отдал. Принимайте. Сказали, нет, спасибо, до свидания. Ответ. Знаете, там были интересные детали. Я очень хорошо помню, как первый вице-премьер Немцов почему-то позвонил после пресс-конференции Кириенко мне и стал расспрашивать, что же такое сказал Сергей Владимирович. Когда услышал, что тот сказал, он сказал, да что ж такое-то, меня же они обманули, я же совсем другого ожидал. Я ушел, лег после спать. Дефолта? Да, совершенно верно. Я могу подтвердить только одно. Когда там ночью... были вещи, которые не были с ним согласованы. Ему надо было, конечно, подать в отставку, но он не рискнул. Я могу подтвердить, что Борис Ефимович Немцов не участвовал
вот в совещаниях в ту ночь в Белом доме, могу сказать, кто там участвовал, как было, да, кто там был, когда принималось решение о том, что у нас с утра есть два варианта. У страны, я имею в виду, ну, правительства российского. Либо перестать платить зарплату врачам, учителям, армии, либо перестать обслуживать ГКО. Вот такой был выбор. Этот выбор правительство сделало, ну, совершенно безвыходная ситуация, технически денег не было. До которой оно само довело. А довело не правительство Кириенко ни разу. Ну, Вообще, ладно, я потом уже понял, когда потом уже после дефолта, когда там Ельцин снова пытался Черномырдина сделать премьер-министром, я уже потом понял, что, конечно, правительство младореформаторов, вот это правительство Кириенко, да, его просто специально вот так вот поставили в ситуации, когда уже катастрофа была совершенно очевидна, для того, чтобы как бы на него повесить вот этот груз на Сергея Владленовича дефолта, а потом Черномырдин весь белым возвращается, ну, не вышло. В белом он не вернулся. Не вернулся. Хорошо. Вернулся Примаков. Да, Да. Вот Олег Шейн у нас тоже в студии, депутат ныне действующей Государственной Думы. Ну, я видел, как ваши все коллеги бурно приветствовали появление Сергея Кириенко в качестве, значит, такого куратора внешней политики. И Сергей Миронов там добрые слова сказал, и Геннадий Зюганов сказал, ну уж Единая Россия тоже вся сказала. Все прямо перед ним прогнулись. А что, у депутатов даже вот левых фракций у них такой склероз. Я помню, как они дефолт осуждали, киндер-сюрприз там и все прочее. А теперь вдруг все изменилось, да? Я бы, наверное, начал с того, что управление по внутренней политике – это не совсем то же самое, что экономический блок правительства. И где-то соглашусь с коллегой, что кабинет Кириенко, он, безусловно, был заложником ранее принятых решений. Единственное, здесь есть тема пообсуждать процентные ставки по ГКО, саму логику размещения ГКО и многое иное. Но дефолт был совершенно неизбежен, вот в этом смысле у нас значений-то нет. Что касается современного назначения, ну, что называется, события покажут. Мы видим, что есть разные тенденции политические. Мы видим, что определенного рода перестановки в Центральной избирательной комиссии, пусть не во всей стране, но где-то относительно ситуацию оздоровили. Ну, и любой человек, очевидно, является внутренним оптимистом, поэтому если есть определенное кадровое обновление в управлении по внутренней политике, посмотрим, насколько оно реально отразится на региональной политике в ближайшие несколько месяцев. Ну, что значит оздоровили? Вот если вас избрали в Государственную Думу, и у вас в Астрахани не было жутких фальсификаций, как это было раньше, и мэра Вороватого посадили, то это вот все труды, значит, господина Володина, который был куратором внешней политики, и он добился действительно изменений. Если спросить других людей в других регионах, они вам расскажут, как крали голоса, как вбрасывали и так далее. Вы только по своему региону судите? Никоим образом. Я прекрасно знаю, как и вбрасывали, как считалось воровство голосов. Буквально сегодня общался на этот предмет с коллегами из Самары, где доходило дело и до физических нападений. Кстати говоря, в Самаре участница одной из комиссий сейчас явка с повинной написала о том, что она подписывала пустые протоколы. Тем не менее, если мы возьмем такой объективный показатель, как разницу между КАИБами и ручным подсчетом голосов, то мы видим, что в сравнении с 2011 годом на самом деле масштаб махинаций несколько уменьшился. Я бы здесь не столько говорил про администрацию президента, сколько про роль Центральной избирательной комиссии, но не абсолютно. Но Элла Панфилова весной этого года максимальное количество сигналов на места с увольнениями, причем вопреки правилам формальным, некоторых председателей региональных избирательных комиссий с известными событиями по Балашихе, с каибизацией наиболее проблемных регионов, она все-таки показала другую стилистику Центра избиркома. Другое дело, соглашусь, с ней вполне достаточно. И главная проблема 18 сентября была бесспорно связана с явкой. Именно обрушение явки в городах, оно и привело к четвертой монопольной и, по сути, однопартийной Госдуме Российской Федерации. Да, мы про это обязательно поговорим, Борис Борисович, потом я бы вставил свои 3 копейки про эти выборы. Да, помогла ли вам Элла Панфилова? Вы же там баллотировались. Ну, смотрите, просто 2 утверждения. Первое, фальсификации, конечно, были. И в родном Подмосковье я, так сказать, по всем городам могу говорить, как и Шкока, и набросали, каким образом и так далее. Но они были, но они принципиально результат, конечно, не поменяли. Он, в первую очередь, согласен, связан с низкой явкой, из-за чего пролетели все вот либералы, в том числе и я. А вы разве либерал? В 2011 году фальсификации были гораздо больше. То есть, в этом смысле тенденция хорошая. Но до реально конкурентных, реально честных выборов нам еще надо работать и работать. И, кстати, хорошо, что этим будет заниматься Элла Панфилова
а не Чуров, и хорошо, что этим будет заниматься Кириенко. Но вы оптимист. Хорошо, у нас на линии по телефону наш коллега, журналист газеты «Коммерсант» Андрей Перцев. Я с большим интересом, Андрей, прочитал вашу статью на сайте Карнеги, фонда Карнеги московского. Там такая очень глубокое исследование ситуации в политической сфере при разных руководителях внутренней политики. И вот сейчас хотел бы вас спросить все-таки, чем система, созданная Вячеславом Володиным и, собственно, сработавшая сейчас на выборах, отличалась от системы, которая была при Суркове и, собственно, вызвала вот такие вот протесты 5 лет назад? В принципе, это была система, таких больших проектов. Вот. Да, там суверенная демократия, национализация будущего. Сурков любил такие формы, как опосредованное общение с аудиторией, как статьи, да, идеологические. Сам же он был таким человеком закрытым, и строил миф о таком злом гении. Вот. На места он не лез, в принципе, да, и вот то, что мы сейчас видим, какие-то был громкий разгром в виде снятия списка Яблоко в Петрозаводске. То есть в Петрозаводске, например, вполне себе жило местное Яблоко во главе с предпринимателем оппозиционным Василием Поповым, который то пост спикера горсовета занимал, то там своих людей проводил. И в облсобрании, в горсовет, потом Ширшин он при Володине уже провел, но это уже скорее, да, проглядели, потому что это было случайностью. И это все существовало, потому что Сурков в это все не лез. Вот. Но, с другой стороны, из-за того, что он, наверное, не очень обращал внимание на реальные вещи, происходящее, да, что люди уже вроде как пожили неплохо по сравнению с прошлыми временами и начали смотреть на политику. Вот этот момент как-то он пропустил. И когда все равно вот это политические ограничения все равно были очень большими, особенно в деле регистрации партии, в принципе, не могли не пускать, да, там, в Госдуму, несмотря на то, что там в регионах было больше вольницы, каких-то не тех людей, да, там, типа Ройзмана, который не нравился. Вот. Но вот как-то он пропустил момент, когда люди стали интересоваться политикой. Володин вроде как должен был это исправить, но ведь на Болотную это люди, в общем-то, выходили не только потому, что были фальсификации, да, все равно там в том же блоге Навального они читали и про коррупцию, и про взяточничество. Это общее недовольство. Ну, как-то было удобнее, да, увидеть там, уберем волшебника Чурова, да, там, что, или там, что фальсификации будут еще на выборах, а вот если их не будет, то люди не выйдут, да, без фальсификации, как бы, наверное, было бы проще, но это же, не было причины, но вот как-то они стали в этом смысле копать, при том, что реальной конкуренции, в общем-то, они позволять не хотели, да, то есть и все вот эти послабления, там, вот, которые были в первый год, да, 12-й, они еще чуть-чуть работали в 13-м, выборы губернаторов сразу были, фактически неконкурентными из-за муниципального фильтра. Это все уходило, потому что реальной конкуренции Кремль явно не хотел. И за счет того, что Володин сам выходит из регионов, он стал дотошно за регионами присматривать. И вот эти все вольницы на местах стали зачищаться. Вот. Так вы думаете, из-за этого люди не пришли на выборы вот сейчас в огромном количестве? Все-таки у нас люди, особенно в провинции, да, и в принципе в крупных городах, да, может, не считая Москву, Москва вообще апатична в деле голосования. Многие голосуют, из, можно сказать, корыстных соображений, да, то есть когда
как бы это цинично не звучало, когда действительно вот какие-то депутаты, да, там, или влиятельные группы конкурируют между собой, да, они там могут детскую площадку поставить, да, там, что-то организовать для людей. Вот. Ну, какая-то живая компания идет. А когда, допустим, какой-нибудь вот, ну, возьмем вот единоросса, да, в каком-нибудь облсобрании. Вот он сидит в облсобрании 15 лет. Тут ему Вячеслав Володин говорит: честные выборы, да, ну, во всех СМИ пишется, честные выборы, одномандатные округа, мы хотим избрать сильных. Вроде как и ситуация не очень, да, особенно вот в последний год после, да, вот этих крымских событий рейтинг власти немножко пошел вниз. Сильный кандидат нужен. Он в это верит, идет на праймерис, да, его самых сговорчивых убирали до праймерис путем переговоров, кого-то там после праймерис почистили немножко списки. Вот он оказался не у дел. У него там всякие эти организации, да, псевдообщественные, где он бабушек там угощает чаем и ставит детские площадки или там стадионы какие-то дворовые, простейшие. Он не ведет кампанию. Своих людей, соответственно, он не мотивирует голосовать ни за что. Они не приходят. На самом деле, ну, не стоит преуменьшать этого. Таких политиков достаточно много. Вот. И они, в общем-то, оказались ущемлены. Вот. Ну, и плюс, конечно, все-таки Володин все-таки пытался, да, как-то с партиями работать, чтобы, ну, именно с номенклатурой, чтобы привить ей лояльность, потому что ведь не только люди вышли, да, там же и депутаты вышли, да, ходили на эти митинги. Ну, понятно, коммунисты теперь все как бы как одна почти единая партия, так получается? Да, они получают госфинансирование, потому что при Володине госфинансирование партии увеличилось, вот. То есть им стало лучше жить. Зачем стараться, в принципе, да, там за что-то бороться, если от государства можно получить паёк, вот. Ну, и как выяснилось, да, вот в Воронежской области была история, когда там от «Справедливой России» шел такой банкир Арсамаков, вот, чтобы он прошел, например, там подкорректировали результат в пользу «Справедливой России». То есть власть может помогать не только своей партии, но и другим. Ну, давайте да. вот мы Олега Шейна тогда спросим, раз вы уже кинули камень в этот огород, да, Олег Васильевич, ну вот вы в Новой Думе сидите первые дни, да, ну получается, что, ну и в прошлый посидели, недолго, правда, там в конце попали на замену, да, вышли на поле на замену. Получается, что существует по массе вопросов такая действительно партия, единая, справедливая, либерально-демократическая Россия имени Владимира Путина. Так? На самом деле, по массе вопросов существует и единая партия, единая Россия Парнас Яблоко, скажем, по поводу ставки подоходного налога, чтобы эта ставка была плоской, и чтобы 1% верхушки, который сконцентрировался в руках 70% богатства, ну, скажем так, эти деньги в свои сохранил. Вы партию Роста забыли, у нас присутствующую в лице Надеждина. Я не хорошо знаком с партией Роста, поэтому с Надеждиным знакомы. С Надеждиным очень хорошо знаком, поэтому не собираюсь ни кидать камень в огород коллеги, ни кидать огород в камень. Поэтому эти все аналогии, они достаточно условны. И мне кажется, что здесь надо определять ведь на самом деле ряд водоразделов. Один из них – это вопрос о том, как распределяется национальное богатство в стране. И если 70%, а это данные Swiss Credit, российского богатства в руках 1% общества, никакой демократии по определению быть не может. И, кстати, для десятков миллионов человек вся эта борьба там глубоко наверху выглядит как сражение между тупоконечниками и остроконечниками у Свифта за интересы, которые от них далеки. Когда им пенсию урезают, наверное, они понимают, за что идет борьба или нет? Тогда они понимают. Соответственно, возникает вопрос о том, что политические структуры и политические партии как раз очевидно могут изменить ситуацию в стране, только, в первую очередь, апеллируя к тем интересам, которые затрагивают непосредственно людей. Это тема заработных плат, трудовых отношений, пенсионного обеспечения и прочее. Но и здесь есть второй вопрос, тоже не менее важный, чем первый, а именно готовность российского общества к реальной рефлексии на те вызовы, которые есть. Что ни для кого не секрет, у нас существует точка зрения, что максимум, что должен сделать гражданин, это раз в 5 лет сходить на выборы.
Между тем прекрасно понимая, в том числе на последних событиях в Польше, что во всем мире люди оказывают воздействие на органы власти в межвыборный цикл. Это единственный способ обеспечить тот результат, который люди хотят достигнуть. Ну так, может, даже раз в 6 лет, я бы сказал, потому что президентские выборы раз в 6 лет, и на них явка гораздо больше, чем на парламентские выборы. Ой, Что, Борис Борисович, вы чем недовольны? я что-то так вот прикидываю, что на президентские выборы явка тоже не будет большая, потому что, причем это единственные выборы, на которые вообще есть требования по явке, вы будете смеяться, президентские, целая проблема. Потому что никогда не была такая низкая явка на парламентские выборы. Обычно она была в районе там, 60%, там, плюс-минус, как-то так. Тут она до 50%, в общем, между нами и не дотянула. Это 48 по официальным данным. Я думаю, что реалистично где-то, наверное, около 40. 42-43, да. Это А в Кремле-то это знают, что это... в Кремле знают все, поверьте Так. мне. А там знают все в деталях, где что на Так. самом деле было, прекрасно все знают. Ну, наверное, их это не Я радует, просто что хочу они имеют сказать, дело вот с что этим непонятным Проблема большинством. заключается в следующем. Если на выборах Госдумы никаких требований по явке нет, ну, теоретически 20% придет и нормально. На президентских такое требование есть. Единственные выборы, где оно есть. И на президентских явка всегда была больше, чем на парламентских, процентов на 5-7. То есть, когда на парламентских было 60, на президентских было 65, там 67. 70 не было. Логично предположить, понимаете, да, чисто математически, что если упала явка процентов на 20, внимание, на парламентских выборах, с президентскими может случиться неприятная история. Я Они бы просто не здесь состоятся. затронул очень одну важную вещь, Пожалуйста. которая на самом деле находится вне поля зрения сегодня тех, кто анализирует итоги выборов. Где именно упала явка? Мы прекрасно понимаем, что явка упала у всех партий, но у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, «Справедливая Россия» потеряла половину Не только. голосов. Я бы здесь, смотрите, выбрал тройку. То есть ни для кого не секрет, что у «Справедливой России» есть диффузная зона с яблоком, это взаимоперетекающий был, особенно по Москве, избиратель. Равно как в регионах есть диффузный избиратель между «Справедливой Россией» и КПРФ. Поэтому если возьмем все три партии, одну более, ну, скажем так, там, как принято говорить у нас, со стороны «Единой России», там, прозападную, другую, более сталинистскую, третью, вот, которая конструирует себя в качестве социал-демократической. В 2011 году за эти три партии, которые так или иначе, каждый из них озвучивает тему образования, медицины, пенсионного обеспечения. За эти три партии в 2011 году голосовало 26 миллионов человек, а сейчас 11. То есть все крушение явки произошло на этом поле. Есть некое проседание явки у «Единой России». Оно примерно идет на уровне проседания явки в среднем. То же самое по ЛДПР. Вот причина, по которой именно избиратель настроенный критично, избиратель, который в том или ином варианте, но голосовал за социальные перемены, на этот раз не пришел на выборы, она, конечно, требует отдельного осмысления. А вот Андрей Перцев вам и говорит, это вы слились с властью. Это вы слились с властью, а избиратель считает, что какой смысл ходить и за вас голосовать, если вы плохо боретесь. В Думе вы бороться не можете, у вас все равно меньшинство будет, а на улицах вы бороться не хотите, и вообще вы любите Путина. А он начал понимать, что может быть, что в центре все-таки принятия решений не Дмитрий Медведев, которого партия «Справедливая Россия» или КПРФ, так сказать, критиковали и требовали даже каких-то отставок, а Владимир Путин, который принимает все решения. Такое объяснение не отвечает на вопрос, почему же разрушилась явка «Яблоко», где у «Яблока» в 2011 году было 3,5 миллиона человек, а сейчас меньше 2 или 1,5, если Но я тогда не помню участвовал цифры. Парнас, кстати говоря, и не участвовала партия Роста. Была одна либеральная Вместе оппозиционная взятые, партия. если позволите, Да. даже если все это посчитать совокупно, все равно мы не дотягиваем до порога 2011 года, это очевидно. Я думаю, что здесь объяснение на самом деле надо видеть не только на поверхности. Вот я как человек, кто как раз никогда не боится каких-то уличных действий, приду небольшую, но показательную астраханскую иллюстрацию. Год назад мы в регионе сражались за льготы ветеранов труда, мы победили. Людей пытались отнять льготы, это фактически была попытка отнять 13-ю и 14-ю пенсии, довольно серьезный был удар по доходам около 150 тысяч человек. Это мы использовали вполне легальные площадки митингов, выступлений, размещали об этом информацию. 2 раза вышло по 500 человек. Это оказалось достаточно для того, чтобы мы перевернули бюджетную ситуацию, достигли результата, включая там всякие сопровождающие механизмы. Но это к вопросу о мобилизации в обществе. Из 150 тысяч, кого лично финансово затрагивало этот вызов, пришло 500. И мне кажется, вопрос не только к партиям, как к агентам.
вопрос в том числе и готовности самого общества России активно участвовать через разные механизмы, не обязательно партийные, в защите своих прав. А есть ли эти механизмы? Вот вопрос. Знаете, если их искать, они всегда найдутся. И мы это прекрасно видим, в том числе множестве примеров социального действия. Будь то свободные независимые профсоюзы, будь то, вспомните эту историю давности несколько лет назад, когда в школах пытались оставить только 6 уроков, остальное перевести на такие полуплатные факультативы. Будь то недавний зондаж общественного мнения по части сокращения количества бесплатных вызовов скорой помощи. То есть, если есть общественная реакция, причем не обязательно такая вот сильная, то власть, она говорит, нет, мы этим заниматься не будем. Вопрос в том, есть ли эта реакция. Ну да. У вас, кстати, результат, по-моему, лучший из всех региональных организаций «Справедливой России», кажется, 17,5%. Так что, как выясняется, вот такая активная позиция, она, собственно, и приносит голоса. Борис Борисович, что вы скажете о механизмах, есть ли они? Ну вот Дума, в Думе, значит, конституционное большинство у «Единой России». Непонятно, кстати, зачем. Некоторые даже подозревают, что Конституцию будут там менять под какое-то там верховное существо или там верховного правителя Владимира Путина. Я думаю, что у этой Думы будет две фазы существования, если она вообще доживет до 2021 года, в чем я не уверен совсем. Первая фаза существования будет так, как она сразу сконструирована. То есть там подавляющее большинство, 343, по-моему, сколько? 343, но плюс еще несколько представителей. Это уже мелочи. Да, понятно, что Журавлев и Шайхутдинов это, в общем, та же согласованная команда. Да, Резник, само собой. Вот история. И сначала все будет хорошо. В том смысле, что все построились. Более того, собственно, единственный мотив у Володина, я считаю, что это полностью он все управлял процессом, сделать так, что несмотря на то, что у «Единой России» 75% голосов, и она могла вообще не делиться никакими постами в Думе, вообще ни с кем, продемонстрирована готовность к такому диалогу, и очень сильно продемонстрирована. Надо сказать, что столько постов, сколько получили коммунисты ЛДПР и «Справедливой России» в Думе, я имею в виду первый зампред коммунист Мельников, там зампреды, председатели комитетов, да. Такого не было даже в той Думе, где у «Единой России» было голосов меньше. В этом смысле демонстрируется готовность к диалогу. Но дальше будет происходить следующие вещи, и эта Дума мне будет сильно, мне кажется, сильно будет напоминать, не так остро, но в целом мигрировать, так же, как Верховный Совет РСФСР 90-го года избрания. Который да вы что? С чего это? Там революционеры были? Не-не-не, какие революционеры? Вот я сейчас объясню, что будет происходить. В 90-м году избрали Верховный Совет РСФСР, где подавляющее большинство были члены КПСС. Но была демократическая Россия. Ну, там была небольшая. Ну, да. А через год эти самые люди выбрали Ельцина председателя Верховного Совета. Они сразу выбрали Ельцина после нескольких туров голосования. Борис Борисович, это было далеко не сразу. Это сразу было. Это была борьба абсолютно сразу. Это была борьба за власть. Люди, которые были избраны как депутаты от КПСС, все на свете. Но они поняли, кто сильная личность, на кого ориентироваться. Теперь, конечно, такого прямо не будет, но эта Дума резко отличается от предыдущих трех одним простым фактом. Там есть одномандатники. А я вас уверяю... Они все в вертикаль встроены. Послушайте, депутаты Верховного Совета РСФСР тоже вот так вот появились. Тогда она разваливалась. Вы вспомните, что происходило. Миша, можно мне договорить? Я дам. Потом, если позволите, я внесу небольшой тоже вклад. Поэтому история будет такая. История будет заключаться в том, что одномандатник – это совершенно другое существо. И значительная часть одномандатников все больше и больше будет действовать в логике своих региональных интересов. Он так устроен. Особенно одномандатник, который представляет территорию такую непростую, да. Я вас уверяю, что когда будет реально падать рейтинг Путина и будет реально уменьшаться все меньше и меньше доверия там, к начальству, эта Дума начнет совершенно по-другому конфигурироваться. Вот что будет. И это мы увидим. Реплика. Да, я хотел сказать, наверное, вот о чем. Я работал в Третьей Думе с 99 года по 2003. Да, я там тоже был. И мы с вами прекрасно помним, как значительная часть самовыдвиженец вступал во фракцию единства. Конечно. И я напомню, четвертую это было Думу, на подъеме. 2003 года по 7 упадок, что ли? Когда из 225 одномандатников Единой России вступило 190. И за исключением буквально 2 человек, фамилии которых можно вспоминать, Олег, голосование было исключительно лояльно. Это было на подъеме.
экономики. Это начало нулевых и И что, вы середина. думаете, и тогда сейчас- одномандатники прибивались к сильной партии, Борис которая Борисович, усиливалась. ну А что, вот всё вот сейчас, так и- сейчас Володин ушел, пришел Кириенко, и что-то изменится? Ну, давайте мы подключим еще Андрея Перцева, собственно, из «Коммерсанта», нашего коллегу. Собственно, вот вы слышали эту теорию интересную, значит, что одномандатники, что-то там оживет в этой Думе. Что вы об этом думаете-то? При Кириенко оживет оно там? Ну вот посмотреть на структуру Да. одномандатника, все-таки им максимально облегчили задачу по избранию вот этим товарищам-одномандатникам, в том числе, кстати, и от других, не только от «Единой России». Вот. Потому что единственное там вот, ну, одномандатники, которые реально выиграли выборы сами, их было, ну, по сути, 1,5. Это в Мариэл коммунист, да, где в Мариэл ненавидят этого Маркелова, вот, и даже никому неизвестного там коммуниста из Кирова, чуть он им не сделал второй тур. Вот до чего там ситуация дошла. И в Ульяновске, где коммунисту Морозов, ну, выставил формального конкурента, чтобы тот ему сильно не мешал на губернаторских выборах. Остальное все расписано. То есть даже «Справедливая Россия», КПРФ, да, там и ЛДПР, понятно, что у них плохо с одномандатниками очень. То есть им расчистили округа, и они, по сути, благодарны Кремлю за то, что они прошли в Госдуму, им никто не мешал. Вот. Там в Якутии и в Ярославле были проблемы, потому что местная власть хотела выставить там своих представителей в качестве самовыдвиженцев, но там их поучили, да, и сняли. Вот. Остальные одномандатники — это в основном очень зависимые люди, среди них ну, депутаты прежней Госдумы, которые, в принципе, в вертикали давно работают, бюджетников достаточно, вот, бывших сенаторов там, ну, единственный потенциал какой-то, наверное, да, огневой может проснуться у мэров, которых отправили в ссылку, да, прямо избранных мэров в Госдуму. Ну и то это любого у нас мэра очень легко утихомирить воспоминаниями о его прошлых занятиях. Хорошо, Поэтому знаете, как-то еще я один тогда в вопрос. не верю. Да, Андрей, еще один вопрос. Это, собственно, вот само это перемещение. Володин в Думу, а Кириенков на его место. Тем более еще Кириенко в некотором таком интересном тандеме, поскольку за ним оставлены ресурсы. Главой Росатома назначен Алексей Лихачев, бывший депутат СПС, тоже нижегородский человек. Да, и... чисто его человек. Вот, то есть это очень интересно. Да. Получается, что во главе администрации президента находится человек, скажем, с ресурсами Чемизова, с ресурсами АвтоВАЗа. У Кириенко, значит, свой есть это ресурс, вот этот атомной промышленности. А Володин оставлен со своим маргариновым комбинатом во главе Госдумы. Его понизили, получается? Ну, на мой взгляд, понизили, потому что все-таки, да, сам Володин до этого, наверное, ведь не хотел такой себе судьбы. И сколько, да, появилось политологов, дружественных Кремлю, ну, вот, за его пятилетку, которые, в принципе, вот эти все шаги объясняли, пытались там доказать, что происходит, что это все не так, что там выборы честно. И когда он стал баллотироваться, они ведь все в один голос стали заявлять, что Володин никуда не пойдет, что он просто тестирует систему. И, конечно, в Госдуму он не хотел, потому что, ну, он ею управлял из АП, то есть он же сам представляет, как она работает. Вот. Что там многие законопроекты, ну, по сути, которые вот особенно подписаны всеми лидерами фракций, громкие, да, такие вот, они приходят. Ну да, то есть эти законопроекты, они шли как бы на самом деле из Кремля. Олег Васильевич, они и сейчас будут идти, вот эти, так сказать, совместные инициативы, которые вашей партии и другим партиям спускают из администрации президента, уже насмех всей публики? Или все-таки Сергей Кириенко немножечко по-другому будет строить отношения? Как вы считаете? Вы знаете, я не думаю, что в рамках 7-го созыва в адрес партий, которые, скажем так, оппонируют «Единой России»,
могут быть в ближайшее некоторое время брошены упреки в части, касающейся избыточного сотрудничества там, с «Единой Россией» или с администрацией президента. То есть оживет. Понятно, есть некий консенсус по внешней политике, он был сформирован достаточно давно, на моей памяти, это было еще в начале нулевых лет. Но если мы говорим про наиболее серьезные вызовы, они сегодня будут касаться социального пространства. Это темы, безусловно, связанные с бюджетом. Мы прекрасно понимаем, что мы стоим на пороге гигантского обрушения, которое катком может пройтись по социальной сфере. Если у нас доходная часть бюджета 12 триллионов, а расходная 15, если у нас быстро сокращаются резервы, причем речь идет уже и о фонде национального благосостояния, то через 1,5-2 года мы входим в ситуацию, которую, наверное, без всякого привлечения можно назвать бюджетной катастрофой. Я совершенно убежден, что как минимум две фракции, это «Справедливая Россия» и КПРФ, не будут поддерживать никаких линий, направленных на сокращение социальных расходов, либо на принесение в жертву социального пространства. Вот, кстати говоря, интересно, сегодня Владимир Путин на эту тему выступил на совещании, которое проходило в Кремле. Я думаю, что будет интересно посмотреть, собственно, что он сказал, и это обсудить, кстати говоря. Как уже говорил, в будущем году также необходимо добиться безусловного выполнения социальных обязательств. Все гарантии для граждан России в этой сфере должны быть обеспечены. Конечно, ситуация в экономике, реальной жизни оказывает влияние на бюджетное планирование. Это безусловно. По отдельным направлениям приходится сдерживать рост расходов, перераспределять средства на решение наиболее приоритетных задач. В их числе проекты по модернизации системы среднего и профессионального образования, переоснащение больниц и поликлиник, поддержка объектов культуры и социального обслуживания. Нужно сохранить набранный темп по этим направлениям. Ну вот это было выступление Владимира Путина, как бы он убеждает, что все хорошо, а ощущение, что не очень хорошо. Ну, я, собственно, вот тут тот самый случай, когда я, будучи ни разу не левым, да, по своим убеждениям, полностью согласен с тем, что говорит Шейн и многие другие, даже коммунисты. История простая. Приоритеты государства российского, так как они сейчас выглядят, то есть чисто такие военно-полицейские задачи во главу угла, военный бюджет больше 5% ВВП, а бюджет, скажем, здравоохранения, точнее, по-другому скажу, совокупные расходы России на здравоохранение 6,5% ВВП, это в разы меньше, чем в странах с сопоставимым уровнем развития. Даже на бедной Кубе там 8% ВВП, поэтому они живут, кубинцы, там до 80 лет, мы до 71. И здесь вопрос не решить никакой такой, знаете, вот точечной работы и так далее. Нужно системно менять приоритеты бюджетной политики в сторону социальных задач. Это странно слышать из уст либералов, от которых привыкли слышать там, да, сокращение бюджета, но это правда. Кудрин, кстати, то же самое говорит абсолютно, да. И оборотная сторона этой истории. А поскольку расходы на образование, здравоохранение, там ЖКХ и так далее, это расходы регионального и местного бюджета, другая сторона этой медали, изменение ситуации, когда 2/3 денег страны в федеральном бюджете, четверть в регионах и только 10-я часть в городах. Да? Это такие связанные процессы. Да? Если мы этого не сделаем, наша страна технологически и инфраструктурно начнет просто разрушаться. Причем достаточно быстро. То есть нельзя сделать вот современную страну и нормальную жизнь вообще людей просто, если у вас вот такая конструкция бюджета. И с точки зрения по вертикали денег распределения и по отраслям просто невозможно сделать. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужны какие-то радикально решительные меры. И Путин прекрасно понимает, потому что если и дальше вот так вот будет развиваться ситуация, то к 2018 году он просто не выиграет выборы президента. Да что, как же Да, он не вот выиграет? так, С да, такой вот машиной, так вот. с партией, с телевидением. А вот так вот. И штаб во главе с Сергеем Кириенко Слушайте, будет. вот можно сколько... Ну, нет, но есть возможность полностью, опять же, как это было исполнено к 2016 году, забить, вот вся госпропаганда вещала о том, Так что так и кругом будет. враги, там 5-10. Но, на мой взгляд, потенциал вот этой вешания лапши людям на уши под названием, что кругом враги, и поэтому у нас все плохо, и поэтому централизовать, и сильная центральная власть, эту лапшу еще 2 года не провешаешь. То есть Просто. исчерпан, вы хотите сказать. Объясню почему. Вот явка на парламентские выборы была довольно низкая. Оппозиция, действительно, любая оппозиция, левая, правая, получила мало голосов. Ну, в том числе потому, что многие люди не считают парламентские выборы чем-то важным. Да? Выборы президента совсем другая история. Можно технологическими приемами
политтехнологическими и пропагандой удерживать ситуацию, но до какого-то момента, да, а дальше просто уже все. Вот это, вот, ну, скажем, в советской власти было рычагов гораздо больше, да, намного больше. КПСС и КГБ образца даже 90-го года были куда посильнее, поверьте мне. Я с ними боролся тогда еще, чем Единая Россия и вот нынешние там силовики. Намного все было круче. И что? Олег Васильевич, что вы думаете о таких прогнозах? Ну, вот действительно, может сложиться такая интересная ситуация, когда у «Единой России» в Думе будет большинство, собственно, оно и есть, да, конституционное, а у левых будет поддержка масс условная, да, и вот это меньшинство, то есть теоретически может оказаться ситуация, когда вместе с улицей вы окажетесь сильнее. Но если у вас лидеры, если у вас люди, способные противостоять вот этой вот государственной машине, или все уже повязаны, все заведены вот в эту Володинско, а теперь Кириенковскую сеть, и все будут вежливо ходить туда, на Старую площадь, кланяться, может быть, там получат еще какие-то преференции и будут радоваться жизни, так? Вы знаете, я, наверное, немножко толкнулся от темы бюджета. То, что мы сегодня имеем, это реально преддверие бюджетной катастрофы. Повторю еще раз по цифрам. 15 триллионов – это расходная часть, 12 триллионов – это доходная, и резервный фонд будет исчерпан, очевидно, уже в первом квартале следующего года. Сколько денег лежит в фонде национального благосостояния, реально не знает никто, но в лучшем случае это протянет до конца года, так, 18-го. Что касается, собственно, бюджетной политики, мы видим, как идет отказ от одного социального мандата за другим, отказ от индексации пенсий, который стоил пенсионерам месячных доходов на следующий год, учитывая то, что шла раньше индексация на индексацию. Сокращение ассигнований на медицину в этом году официально на 45 миллиардов рублей, а вот буквально сегодня Минфин сказал, что еще 28 миллиардов они решили сэкономить по ходу пьес. Аналогичная ситуация с образованием и резкое сокращение трансфертов в регионы. То есть регионы сажаются на голодный паек, а между тем регионы несут на себе львиную долю социальных мандатов и по образованию, и по медицине, и по льготам пожилым людям и так далее. Теперь, что касается будущего. На самом деле, никогда не надо бояться кризиса. Кризис – это способ снятия противоречий. И мы прекрасно помним, когда была создана искусственная совершенно катастрофа в 2005 году с монетизацией льгот, люди сказали, что они с этим не согласны. В течение 2 недель 500 тысяч человек вышли на улицу, и правительству пришлось серьезно пересматривать те решения, которые до этого они принимали. И катастрофы не случилось. Но надо понимать то, о чем совершенно справедливо говорил коллега Надеждин, а именно изменение самих бюджетных подходов. Вот тогда, в начале нулевых, при стоимости нефти, тоже примерно так, $50 за бочонок, бюджет был сбалансирован, и расходование средств было относительно сегодняшних времен прозрачно, и поэтому больше было проблем с бюджетом. Что сегодня происходит, не знает никто, потому что нет ни бюджетной росписи, ни реального понимания засекречено. Да, это я не только об этом. Вообще... Даже в той части, которая не засекречена, вот маленький пример приведу для телезрителей, радиослушателей будет, может быть, любопытно. Вот в 90-е годы, и коллега это помнит, мы утверждали, как депутаты, там, региональном уровне, бюджет по каждой организации. Да. А сегодня нет такого. Сегодня деньги отводятся профильному министерству, оно само распределяет их между учреждениями, а там их распределяют начальники этих учреждений. Поэтому куда деваются расходы не только в засекреченной, но и в открытой части бюджета, в школах, в больницах, домах культуры, не знает никто вообще. Хорошо, вот я Андрею хочу задать система вопрос. Неуправляемая. Да, вы в своей статье для Карнеги сделали вывод, что у власти действительно большие неприятности, о которых, собственно, мы сейчас и говорим. Там президентская кампания на пороге, бюджетные проблемы, и есть проблемы с материальным поддержанием лояльности. Вы делаете вывод, что некому поставить подпорки власти. А почему вы так считаете? Ну, все равно я бы не сказал, что, например, не знаю, КПРФ, мало ведь просто сказать, что бюджет, там не хватает денег, люди, там, вы живете плохо. Все равно, например, даже чтобы были какие-то, не знаю, как получше это объяснить? Нет системы распределения нагрузок.
одно дело, допустим, какие-то реально сильные партии, которые, может быть, даже еще в 2011 году, да, та же «Справедливая Россия» или КПРФ, которые почувствовали там протест и, в принципе, стали превращаться, да, в подобие. То есть они могли сказать, есть такая партия, мы можем на себя взять ответственность, а сейчас это не партия, а что-то другое. Так? Ну, да, или хотя бы вступить в диалог с властью, ну, на равных, да, вот за нами люди, и мы вот к вам приходим. Но так как это подотделы, мне кажется, за ними той же администрации во многом, да, я не говорю про Олега Шейна, это другая история, вот. Но все равно в той же «Справедливой России», если смотреть, да, на фракцию, то ярких фигур осталось очень мало. Да, Емельянова там того же, да, вот он местный вроде как харизматик, ослабили вот этой вот услугой, что ему не выставили конкурента в округе, да, там Петров не баллотировался, ну, кого там еще Да смотреть. зачистили вообще «Справедливую Россию». Хорошо, Андрей, спасибо. Я хотел, значит, еще по одному подотделу высказаться. Но вот пытались тут создать некую либеральную партию роста, в которой поучаствовал наш гость Борис Надеждин. Есть сейчас всякие комментарии о том, что с появлением господина Кириенко может все-таки возникнуть идея возродить вот этот самый, что-то типа того СПС, который когда-то существовал под его руководством. Но мы решили на улицах спросить людей, рассчитывают ли они на какие-то политические перемены в связи с этим назначением. Как может изменить политическую жизнь России Сергей Кириенко? Лично Сергей Кириенко никак. Просто он понадобился руководству, и он, по большому счету, кукла, марионетка, которая будет управлять, он будет делать то, что ему скажут. Я думаю, что может, потому что человек очень прогрессивный, с большим политическим багажом, собственно говоря, молодой, и как бы в правильном направлении думает, это раз, и для развития атомной промышленности сделал очень много. Я думаю, никак. Потому что он будет плыть в общем потоке. Его должность не предполагает каких-то радикальных инициатив. Ну, как мне кажется. Я не думаю, что сильно изменит, но думаю, что хуже не сделает. У человека большой жизненный опыт, потому что человек, который командовал Росатомом на протяжении сколько лет, я хочу вам сказать, в Росатоме последние годы у нас проблем вообще не было, сможет нормально работать. Тем более у него есть опыт политической работы. Я думаю, что он спокойно на этой стезе непростой, которую ему доверил президент Российской Федерации, спокойно сможет работать. Это однозначно. Помню его только, когда он был еще премьером. Я не знаю, как может помощник администрации президента, руководителя, изменить политическую жизнь. Я вообще не представляю. Ну, скорее всего, в лучшую сторону. Раз Росатом не развалили, то, наверное, в лучшую сторону. Ну, не знаю, не думаю, что он там сильно ее изменит. У нас работает целая администрация президента, правительство. Что такое Кириенко? Один он ничего не сделает. Он работает в команде президента. Зам главы администрации президента ничего у нас не решает. Все решает товарищ Путин. И как бы от перемены мест средних чиновников ничего не изменится. Но, видимо, проявил инициативу с запретом сделок с американцами вот по атомной тематике. Вот за это поощрили, как бы, видимо, так. Я бы из этого вопроса сделал такой вывод, что, ну, Сергей Владимирович Кириенко, конечно, неплохой управленец, как нам объяснил Борис Надеждин, но пиарщик он еще лучше себе. За 11 лет Росатом построил всего 4 энергоблока, хотя очень много миллиардов рублей получил. А вот отпиарился просто, видимо, блестяще. Люди верят, что это вот Милов все написал, очень хорошо. Вы цитируете. Я цитирую хороших экспертов, Значит, Борис тут дело в Борисович. другом. Дело в том, что, я так скажу, все-таки атомная энергетика – это примерно 20% вообще российской энергетики. Вы будете смеяться, у нас, вообще говоря, дефицита электроэнергии в стране нет ни разу. Поскольку у нас, к сожалению, большому производству Есть дефицит в целом только падает, хорошего да. сыра, я понимаю. Поэтому глупо мерить эффективность работы Росатома количеством энергоблоков, которые они ввели. Просто неправильно. Вот. Но вы верите теперь, что Кириенко либеральную партию вам создаст наконец? Знаете, слушайте, я даже меньше всего об этом почему думаю. должен кто-то извне? А потому что у них ничего не получается. Вы знаете, я хочу сказать как одну не вещь. садятся, ничего не получается. Миша, можно я уже скорочу? Значит, я хочу сказать следующее. Самое, на мой взгляд, хорошее для Кириенко, я это с радостью увидел,
Это первый случай, когда люди на улицах вообще четко представляют себе, кто будет первым замруководителя администрации президента. Бывший премьер-министр. Я вас уверяю, что если бы вы такие вопросы задавали на следующий день после назначения Суркова там, или Володина, вам люди просто вообще ничего не могли сказать совсем. А ну, тут а для они страны-то знают, что в этом хорошего? Вот, теперь дальше. Я так скажу, конечно, переоценивать роль там, первого замглавы администрации не надо. Понятно, что это нам Песков объяснил критические решения Путин будет принимать Путин. Все, да? Но тем не менее, я прекрасно знаю, насколько я, так сказать, занимался политикой и при Суркове, и при Володине, да, там, видимо, теперь при Кириенко буду. Я знаю, что очень многое, могу сказать по пальцам конкретно что, зависит именно от этого человека. Объясню. Именно от этого человека, на самом деле, зависит, какие в стране партии. Реально, потому что вот была одна история, там 5 партий при Суркове, потом стало сколько там, 70 при Володине, да? Это не такой, не маленький вопрос. Дальше. Именно от этого человека зависит, вы будете смеяться, что показывают наши телеканалы и кого туда зовут. Это он решает, а не Путин. Вот прямо он. Вот говорит, да, вот это так, да. А телевидение российское и есть, на самом деле, главный инструмент удержания лояльности народа начальству. И вот это важно. А еще очень важно следующее. Именно этот человек, ну так вот устроена наша жизнь, да, вот вы не поверите, фактически определяет состав российского парламента. Ну так, между нами, в значительной степени, да, это все прекрасно понимают. Ну, теперь о чем уже идет состав речь, есть, да? наверное, определяет, поэтому как он будет работать. недооценивать роль этого человека я бы не стал. И я искренне желаю, ну, потому что я очень давно знаю Сергея Кириенко, и он был моим начальником много лет, я искренне желаю ему, чтобы он вот, на своей работе, все-таки по итогам работы, да, наш парламент был более легитимный, представительный, чем сегодняшний. И искренне желаю, чтобы у нас в обществе было больше диалога и меньше отношения к оппозиции, как к врагам народа, что я на своей шкуре очень хорошо чувствую. Да? Хорошо. Вот Олег Шейн, что вы думаете? Вот надежды юношей, ну не юношей, конечно, питают. Наши. А вас питают какие-то надежды, как представители левых сил, в связи вот с этим назначением и переменами, собственно, какими? Ну, меня, конечно, немножко вот удивило, что коллега рассматривает должность, пусть высокую в стране, но как должность некого демиурга, цезаристскую. И оказывается, у нас руководитель управления по внутренней политике, первый замглавы администрации определяет и количество реальных партий, то есть не те, которые зарегистрированы, их могут быть там и 400, всегда. Но это не так. Другое дело, что действительно была практика 2006 года, когда Родину сняли на выборах в 11 регионах из 12, фактически разгромив. Да. Но это был скорее исключительный случай. А недавно партию пенсионеров не разгромили? Кстати, вот перед этими выборами. Да, спасибо, тоже как иллюстрация. Да. Но а уж пофамильный состав фракции точно просто пишет вот это. Уверяю вас, это не так делалось. Послушайте, это делалось немножко по-другому. Слушайте, ну уж справедливая эта Россия прекрасно знает, как вычеркивали накануне съезда там значит, я вас уверяю, что схема немножко другая. Хорошо, так вы хотите сказать, что будет по-другому? То есть значение этой должности, оно существенно преувеличено. Вот это вот первое, хорошо. Да? А что но оно будет? присутствует. Оно присутствует, но важное. И оно важное, к примеру, с точки зрения медиа, с точки зрения влияния на избирательные процессы по системе, так сказать, честно хотя бы считаем или нет. Что я напомню, нулевые годы, когда у нас губернаторов снимали с выборов за то, что были низкие результаты, Единой России вроде бы сейчас не снимают. Я, по крайней мере, вот Калининградский, кстати говоря, неожиданно убежал. Я думаю, что а там плохие результаты. Если бы это было связано именно с этим, у нас была бы зачистка примерно 30 губернаторов, чего нет. Подождем. Полтавченко на своем месте, Собянин на своем месте. Результаты самые плохие. Кстати, да, как иллюстрация. Поэтому роль, безусловно, очень важная. Она определяющая роль. Но я бы хотел, чтобы немножко у нас на другой нотке вот, диалог подошел к завершению. Еще более важная роль самих людей, живущих в стране. Это наша страна, никакой дядя извне нам не придет и не сделает ни хорошие партии, ни хороший парламент, ни хорошую страну. Если мы хотим жить немножко по-другому, нам надо заниматься собственным нашим домом. Ну да, хотелось бы только, чтобы эта страна, в которой живут вот эти замечательные люди, в том числе и наши гости, она бы еще поменьше воевала. А то 2 войны при такой социальной обстановке, извините, это слишком много. Спасибо, я благодарю Бориса Надеждина, Олега Шейна и Андрея Перцева, которые участвовали в нашей программе. Вел ее Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.